Америка – это разные национальности, разные культуры, разная еда и, конечно, разное вино. За 2 с лишним века своего существования виноделие в Америке перетерпело многочисленные изменения, и сегодня виноградниками в США занято более 400 тысяч гектаров земли. И это лучшие сорта Франции, Италии, Германии и Австрии. Более 8 тысяч виноделин расположены в почти 2 десятках штатов. Усадьбы с живописными виноградниками стали излюбленным местом для любителей прекрасного, природы и вина. А путешествия по винодельням в выходные дни почти перекрыли по популярности традиционные барбекю на природе. Так, только в штате Вирджиния более 250 виноделин, и каждая по-своему уникальна. Более 30 лет назад, в самый бум развития и популяризации винной культуры в Америке, была создана и эта винодельня – Lake Anna Winery. Ее владелец Билл Хейдик решил заняться виноделием, и его первая виноградная лоза была родом с Франции. Так начался семейный винодельческий бизнес. Сейчас дело отца продолжают сыновья Джефф и Эрик, а вина с маркой Lake Anna Winery известны далеко за пределами штата. Джефф уверен, что приблизиться к идеалу французского вина им помогает не только опыт, но и уникальное месторасположение их винодельни. Наш климат очень похож на климат в Бордо. Сначала мы решили использовать виноград Sauvignon Blanc, потом начали выращивать шардоне и другие виды винограда. Сейчас у нас 8 разных сортов, и, надо признаться, дела идут хорошо. Но каково же было наше удивление, когда Джефф рассказал, что он делает вино, которого не найти в других штатах – грузинское аркацетели. Оно вместе с 2 другими винами составило букет выразительного Totally White. Это очень необычное вино, мало кто о нем слышал здесь. Оно изготавливается из 3 разных видов винограда. На дегустации я называю гостям первые 2 сорта, а 3-й предлагаю отгадать. Если отгадают, бесплатная бутылка вина в подарок. Но пока никому это не удавалось. Американцам трудно произнести такое непростое название, как аркацетели, но легко оценить неповторимый вкус грузинского вина. Я перепробовал здесь все виды, в том числе и грузинское. Я абсолютно уверен, что это лучшее вино. Гостей здесь обожают не меньше, чем свою продукцию. Часами могут рассказывать о тонкостях виноделия и непременно предлагают продегустировать. Рассказывать о вине и винной культуре – одна из задач таких мест, как Lake Anna Winery. И Джефф уверен, что с этим они справляются отлично, ведь американцы стали более разборчивыми в этом деле. Когда мы только начали наш бизнес 30 лет назад, все наши посетители заказывали то, что на слуху у многих. Шардоне, каберне, они просто не знали другого вина. Теперь люди стали лучше разбираться в вине, особенно молодое поколение. Я люблю вино, поэтому часто приезжаю сюда. Здесь не только прекрасное вино, но и потрясающий вид. Мне кажется, винная культура становится все более и более популярной в Америке. Открывается все больше винных баров, устраиваются дегустации. Действительно, популярность и потребление вина в Америке растет с каждым годом. И главная причина в том, что качественные производители есть во многих штатах. Только в прошлом году, как подсказывает статистика, американцы выпили 29 миллионов декалитров вина, и в этих декалитрах было учтено и аркацетели из Lake Anna Winery. Карина Бафраджан, Светлана Прудовская, Михаил Мусюрадзе, Вирджиния.